Здравствуйте. На КТК выпуск новостей, в студии Алексей Шахматов. О главных событиях к этому часу. Хроническая недостаточность. Нелегальный рынок продажи органов действует в Казахстане. Как с ним бороться, полиция и медики не знают. Казахстанско-французская драма. Мать 6-летней девочки узнала, что ее дочь больше не гражданка нашей страны и была вывезена во Францию законно. Продолжение нашумевшей истории. Бабушка-изобличительница. Пенсионерка воспользовалась визитом главы Минздрава в поликлинику и устроила врачам разнос. Вообще оңбағандар, түк білмейді. Оправиться от шока. Да. Сходили в туалет. Мангыстау общественный туалет приказал долго жить прямо на глазах у потенциальных посетителей. Алматинская полиция расследует беспрецедентный случай. В одной из городских больниц скончался донор почки. Все произошло в конце января, и только сегодня министр здравоохранения прокомментировал громкое ЧП. Ильжан Биртанов назвал ситуацию неординарной, а случай с донором очень тяжелым. Кроме того, Минздрав озаботился нелегальным рынком продажи органов, который процветает в стране. В ведомстве намерены пресекать подобные случаи, вот только конкретного механизма, по всей видимости, ни у кого нет. Бахтияр Даркеев изучил спрос и предложения. Объявление о продаже почки житель Актобе выставил несколько месяцев назад. Оценил ее в 20 миллионов тенге. Но покупателей пока нет. А долги, которые толкнули 22-летнего донора на этот шаг, только растут. Лицо молодой человек прячет по понятным причинам. Продажа органов у нас незаконна. Из-за больших долгов я вынужден продать свою почку. На меня оформлен кредит 4 миллиона тенге. Мне не хватает моей зарплаты, чтобы погасить его. Ко мне уже звонили почти со всего Казахстана. Только их не устраивает цена. Они предлагают 2 миллиона. Остаться без полноценного органа продавец почки не боится. Как жить с таким диагнозом, подробно расписано в интернете. В Казахстане с 1 января 2017 года установлены новые правила трансплантации органов. Помимо безвозмездной передачи, разрешено их еще и завещать после своей смерти. Торговать ими, как и раньше, категорически запрещено. Однако объявление о продаже внутренних органов в интернете меньше не стало. Найти людей, готовых расстаться с внутренними органами, не составит особого труда. Их объявления открыто публикуются в сети. В большинстве случаев на такой поступок людей толкает тяжелое материальное положение. Просто я сам вчера в интернете смотрел, и за 200, и за 300 тысяч есть долларов. Как бы это... За 15 тысяч долларов я как бы не пойду на такое. Мне тоже как бы надо ребенка поднимать, деньги нужны. При этом даже легальная передача органов грозит серьезным осложнением и даже смертью. В январе в одной из алматинских больниц скончался донор почки. Сейчас это дело расследует полиция. Расследование ведут по статье «Принуждение к изъятию» или «Незаконное изъятие органов и тканей человека». В данном случае, к сожалению, произошел несчастный случай. У донора были осложнения. Вы знаете, там много было попыток его спасти, повторной операции. Но в таких случаях, когда происходит летальный исход, всегда проводится экспертиза. И в связи с тем, что такая ситуация неординарная, правоохранительные органы проводят расследование. Туда все необходимые специалисты будут вовлечены. А вот как пресекать случаи продажи собственных органов в Минздраве пока не знают. Единственное, о чем заявил министр, бороться с такими фактами будет сообща с правоохранительными органами. Бахтияр Даркеев, Ардак Мауэ, Мейрамбек Симанов, Саят Тастанов, Владислав Водев, столичное бюро КТК. Очередное масштабное обрушение на столичной стройплощадке. На этот раз ЧП произошло на территории жилого комплекса Левобережья. Сразу 100 кубометров бетона обвалилось из-за проседания грунта. Бетонную конструкцию заливали для покрытия паркинга. ЧП произошло во время прокладки наружных сетей. Металлические подпорки не выдержали веса и обвалились. Кто виноват в происшествии на стройплощадке, предстоит выяснить специальной комиссии. В связи с этим все работы приостановили. Саму же аварийную конструкцию уже демонтировали, и об обвале на объекте больше ничего не напоминает. Череда масштабных обрушений в столице началась с территории Астана-Экспо. В ноябре там рухнул многотонный декоративный мост. Чуть позже навес на железнодорожном вокзале. Конструкция в 40 квадратных метров упала прямо на перрон. К счастью, и тогда удалось избежать жертв. Линейный состав, он однозначно будет, будет не то, что он может наказан, а предупрежден. По-любому это такое не масштабное, но очень большое происшествие, которое по-любому не останется просто так, на это глаза не закроет, однозначно будет какие-то приняты меры. Не такая большая сумма ущерба, она порядка 3-4 миллионов тенге.
Медики из Сыкской больницы борются за жизнь 8-летнего мальчика, который чудом выжил в жуткой аварии в Алматинской области. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. ДТП произошло накануне ночью на 80-м километре близ поселка Казахстан. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки. 7 человек погибли на месте, еще один скончался по пути в больницу. В ДВД Алматинской области начато досудебное расследование, а также назначены технические экспертизы. В Карагандинской области врачи тоже борются за жизнь ребенка, 4-летнего мальчика, который пострадал в страшной аварии. Он до сих пор в реанимации. Прооперировать малыша смогут только после того, как его состояние улучшится. Специалисты пока не делают никаких прогнозов. Авария произошла 21 марта и потрясла регион. На трассе Караганда-Балхаш погибли сразу 5 человек, в том числе мать и младшая сестра пострадавшего мальчика. 21 числа в 16:00 к нам госпитализирован ребенок в возрасте 4 года 8 месяцев с диагнозом сочетанная травма, черепно-мозговая травма закрытая, сотрясением головного мозга и перелом нижней челюсти, открытый перелом нижней челюсти в 2 местах, ушиб легкого. На данный момент состояние ребенка остается тяжелым. За жизнь сейчас борется и отец семейства. По версии следствия, в минувший вторник водитель «Мерседеса» с 2 пассажирами выехал на встречную полосу и столкнулся с «Тойотой», в которой ехала семья из Алматы. В результате ДТП все, кто был в машине виновника, погибли. Скончались также 2 пассажиров из второй машины – мать и 2-летняя дочь. В тот же день в Караганде произошла еще одна авария, в которой по стечению обстоятельств также погиб водитель «Мерседеса». В столкновении, правда, винят шофера маршрутки, который нарушил правила. В тот момент в салоне находились 30 пассажиров. Помощь медиков понадобилась 2, но их жизни, к счастью, ничего не угрожает. Казахстанско-французская семейная драма сегодня получила неожиданный поворот. Лишение гражданства 6-летней Софии Лекривен назвали абсолютно законным в ДВД Павлодарской области, где, собственно, это и произошло. Ну а в консульстве Франции вовсе заявляют, что мама девочки была согласна на то, чтобы ее дочь получила французский паспорт. Эти заявления Индира Ильясова считает абсурдными. Она по-прежнему уверяет, что ребенка лишили гражданства и вывезли из Казахстана незаконно. И подтверждает свои слова документами. Наш корреспондент Юлия Яскевич следит за этой историей. Со своей дочерью и ее отцом Индира Ильясова не разговаривала почти месяц. 6-летнюю Софию Лекривен, как уверяет мама, незаконно лишили гражданства и вывезли за границу. Казахстанка и гражданин Франции не могли поделить дочь почти с самого ее рождения. Но апогея семейная драма достигла недавно. Иностранный папа, уверяет женщина, похитил ребенка. Но в консульстве Франции не считают, что это было похищение. Вот что ответили в представительстве на запрос казахстанских дипломатов. По информации Генерального консульства Французской Республики в Алматы, Индира Ильясова была уведомлена в 2010 году данным учреждением о предоставлении французского гражданства ее дочери Софии Лекривен и дала свое согласие на регистрацию этого факта в Генеральном консульстве Франции в Алматы. Но сама Индира Ильясова уверяет, что согласия ни на получение французского гражданства, ни на его регистрацию не давала. И слова она подкрепляет документами. В них сам зарубежный папа подтверждает, что гражданства Франции у Софии Лекривен нет и не предвидится. Вывез он мою дочь именно благодаря тому, что консульство Франции выдало моей дочери французский паспорт. Без моего ведома и без моего согласия. Потому что еще летом 2016 года, даже 18 мая, я писала официальное письмо о том, что я возражаю против того, что моей дочери будет выдан французский паспорт, так как у меня были такие подозрения. Но по-павлодарски рекордные сроки выхода из казахстанского гражданства всего 9 дней объяснили в областном ДВД. Просто София Лекривен получила французский паспорт, а двойное подданство в нашей стране незаконно. В полиции даже провели по этому громкому делу служебное расследование и никаких нарушений не обнаружили. 25 декабря 2016 папа вывез девочку за границу. Формально вполне законно. Индира Ильясова в это время находилась в другом городе. Он написал заявление, предоставил оригинал паспорта и пояснил, что 10 ноября он в посольстве Франции оформил для своей дочери гражданство Франции. По Конституции у нас в Казахстане
двойного гражданства не предусмотрено. Чтобы не допустить такой факт, мы зарегистрировали утрату гражданства. Все обстоятельства спорного дела сейчас выясняют в полиции и Министерстве иностранных дел. Дипломаты проверяют законность выезда 6-летней Софии Лекривен за границу и предоставления ей французского гражданства. Юлия Яскевич, Игорь Казанцев, КТК. Удалять скандальные надписи на столичном монументе Казах-Еле городские власти будут с помощью альпинистов. Уже в ближайшее время профессиональные спортсмены заберутся на высоту в 91 метр, чтобы привести памятник в порядок. Точная дата проведения работ пока неизвестна. Сообщается, что закрывать достопримечательность на это время не будут. Видео, снятое с высоты птичьего полета, наделало немало шума в соцсетях. На кадрах отчетливо видно, что на верхушке монумента Казах-Еле красуется надпись «Мурат, Бердыбек и Тарас». Кто ее сделал и когда, еще не установили, и вряд ли это получится. В столичном акимате считают, что нанесли надпись во время монтажа еще в 2009 году. Именно поэтому ее никто не заметил. В прошлом году городские власти уже проводили реконструкцию монумента, однако до самой верхушки тогда не добрались. Мы сейчас будем обращаться к альпинистам. Альпинисты на этой высоте проверят эту надпись, какая там краска, какой состав краски. И они, по всей же видимости, будут убирать эту надпись. А сделали ее, естественно, во время монтажа, но, естественно, те рабочие, которые монтировали памятник. Не искать их не нужно, не наказывать их не нужно. Потому что со стороны вот этих рабочих это не был злой умысел. Это была просто шутка. Министр здравоохранения стал свидетелем настоящего скандала в столичной поликлинике. Недовольная пациентка выступила с жестким разоблачением персонала, прервав отрепетированный отчет перед Ельжаном Бертановым. Медсестра Бог, 5-й поликлиники, шкандай, беспорядок. Хирургка попасть, здравоохранение позвонила сначала, потом они сюда, потом домой они звонят. Апа, мы уже тебе записали хирургу. Что такое издевательство? Вообще он багандар, тук пульмить. Пользуясь бесценным случаем, пенсионерка заявила, что трудно не только попасть к узкому специалисту, но и получить назначение. Отвечать на запрос пациентки пришлось главврачу. Она признала, что записаться на прием действительно сложно, ведь пациентов много, а персонала мало. Отрицать очевидную проблему не стал даже сам министр. Главная причина кадрового дефицита в государственных медучреждениях – это низкая зарплата. При этом решать проблему Минздрав планирует совсем в другом ключе. На помощь государственным поликлиникам хотят привлечь частные медцентры. Новшество планируют ввести в рамках системы медицинского страхования. Саму же пенсионерку после громкого выступления врачи отвели в отдельный кабинет и пообещали во всем разобраться. На страну надвигается паводок. Большую воду ждут практически во всех регионах. Сначала на юге, в Кызылординской области, затем на очереди Алматы, а потом по всей остальной территории. Чиновники, правда, успокаивают. По крайней мере, на севере страны паводок, по прогнозам, будет меньше прошлогоднего. Галина Базаева с прогнозами и подробностями. Сверху все хорошо видно. Кругом сплошные снега. Таять только-только начинает. А ведь снега в этом году выпало в 2 раза больше нормы. Оттого на севере паводка ждут и боятся. Замминистра внутренних дел Юрий Ильин и аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, который только вступил в должность, облетели на вертолете половину области. Еще раз убедились, в зоне возможного подтопления около 100 населенных пунктов. Средств и техники на борьбу с паводком, говорят, подготовили достаточно. Мы надеемся, что этот год пройдет с меньшими, будем говорить, затратами, прежде всего, для бюджета Северо-Казахстанской области, для республиканского бюджета. В случае, если будет осложнение обстановки, у нас создана группировка сил и средств МВД, которая будет переброшена с других регионов. Прошлогодний паводок был рекордным за последние 30 лет. Обошлось без жертв. Но люди до сих пор с ужасом вспоминают, как приходилось бежать от воды, бросая дома и хозяйство. Сегодня чиновники сделали замечание. В самом Петропавловске снег убирает плохо. Надо бы активизироваться, причем и самим жителям. На территориях, прилегающих к домовладению, надо, чтобы люди постарались вывести сами. Я думаю, что совсем рассчитывать на государство, все сделайте для нас, это будет не совсем правильно.
Вот и в семье ждут, когда лед на Иртыше тронется. Спасатели не исключают возникновение заторов. Они уже подготовились к взрывным работам. Заранее предупреждены о возможной эвакуации жителей прибрежных районов. В паводкоопасной зоне поселок Восточный и остров Полковничий. А ситуацию в селе Приречное даже назвали критической. Ситуация там критическая. На сегодня вот там было вывезено столько снега, очищены дороги, плюс к этому сделаны водоотводные каналы, прочищенные водопропускные трубы. Вот на Новобажино тоже выделены дополнительные средства по вывозу снега. А в Алматы другая напасть. В горной местности возможны лавины и оползни. СМС от спасателей на праздничных выходных встревожили горожан. Но не всех. Часть самых смелых все-таки отправилась в горы. В итоге застряли в снежном плену. Дорога между Иссыком и озером Иссык. Произошла самопроизвольный сход лавины. У нас было около 17 автомобилей, невзирая на предупреждение штормовое, до населения доводилось. У нас эти 17 машин остались отрезаны, но работы, которые вчера завершены к обеду, все машины у нас деблокированы, они выехали самостоятельно. В Кызылординской области республиканский оперативно-спасательный отряд уже работает, следит за ледоставом на Сырдарье. Затем начнет обильно таять в центре страны, а уж северные реки выйдут из берегов самыми последними. Спасатели, правда, говорят, что все под контролем. Галина Базаева, Елена Назирова, Андрей Масан, КТК. Весна тем временем берет тайм-аут. В предстоящие выходные нашу республику ожидает неустойчивая погода и понижение температуры. Синоптики пугают осадками, туманом, ветром и обещают гололед. Причина природных капризов – атмосферные фронты, говорят в Казгидромете. На большей части Казахстана ночью и утром возможен туман и будет ветрено. А в Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях еще и гололед. В западных регионах ветер усилится до 20 метров в секунду, на востоке до 25. Жителям столицы выходные испортит дождь, переходящий в снег, а вот алматинцам зонты понадобятся только в воскресенье. Но даже при этом воздух в городе прогреется до плюс 16. Мы прервемся на рекламу и смотрите далее в выпуске. Полезли в бутылку. Оперативники отобрали у жителя Экибастуза несколько тысяч литров суррогатной водки. Подпольный цех действовал у него на дому. Оправиться от шока. Да. Сходили в туалет. Мангыстау общественный туалет приказал долго жить прямо на глазах у потенциальных посетителей. Что делать, если съедет крыша? Если что, я это все могу выкинуть, детей, ну как вывести. Мать-одиночка с 5 детьми ищет способы выживания в разваливающемся доме. На КТК новости мы продолжаем. Столичных врачей в преддверии выставки «Экспо» должны экстренно обучить английскому языку. Иностранные гости, по словам министра здравоохранения, должны быть уверены, что им окажут необходимую помощь. Ильжан Биртанов в пятницу заявил, что знание медиками английского – это международная практика. И выразил уверенность, что англоговорящие врачи привлекут в Астану еще больше туристов. При этом до начала Экспо осталось всего 2,5 месяца. Ровно столько времени есть у медиков, чтобы выполнить распоряжение министра. Каким образом персонал поликлиник и скорой помощи должен освоить иностранный язык в столь короткие сроки, Биртанов не уточнил. В Мангыстауской области общественный туалет рухнул прямо на глазах у людей, которые собирались им воспользоваться. Кирпичная уборная сложилась, словно карточный домик, буквально за несколько секунд. Поехали, поехали. Я туда хорошо, мы туда не зашли? Хорошо мы не зашли? Да. Сходили в туалет. Сам момент падения туалета был снят на автомобильный регистратор. Посетить придорожную уборную, расположенную возле села Таушик, захотели маленькие дети, пассажиры авто. Брат с сестрой собирались зайти в две разные кабинки. От трагедии, как теперь уверены родители, малышей спасли считанные секунды. В это самое мгновение семья высаживала у расположенного неподалеку магазина еще одного пассажира. А когда машина подъехала к туалету, сооружение, словно детский конструктор, просто развалилось. Причиной разрушения, по мнению очевидцев, могли стать проливные дожди. А вот кто ответит за качество строительства, теперь выясняют местные власти. В Шымкенте арестован известный в городе борец с полицейскими нарушителями. Активист, разоблачавший людей в погонах, сам оказался в следственном изоляторе. Руку убрал, арбуз выгружает. Я заметил, да. Ничего ты так машину используешь служебную? Руки убрал. А что ты? Может, ты еще пирожками будешь торговать, брат?
Гражданский активист Руслан Жанпиисов заработал себе имя скандальными роликами в социальных сетях. Прославлять полицейских он начал, когда был в рядах небезызвестного общества содействия автомобилистам ОСА. Когда его оттуда исключили, как теперь выяснилось, за неоднократное нарушение внутренних правил, стал борцом-одиночкой. Руслан снимал ролики о том, как сотрудники полиции лихачат на дорогах, грубят водителям, спят в рабочее время в спецмашинах и закрывают глаза на явные нарушения закона. Затем этот компромат попадал в сети и обеспечивал главным героям всенародную славу. Правда, следователи УБОП заподозрили, что не все такие ролики становились достоянием общественности. Некоторые удавалось придержать за определенную сумму. С поличным при получении 50 тысяч тенге и был арестован 36-летний активист. Его подозревают в вымогательстве. В Павлодарской области изъяли крупную партию суррогатной водки. Больше 3000 бутылок обнаружили в одном из домов Экибастуза. На подпольный цех оперативников навел 22-летний парень, который вез поддельный алкоголь в багажнике. Сразу 9 5-литровых емкостей. Он-то и поведал полицейским, где купил сомнительный товар. При обыске было обнаружено и изъято 1500 литров спирта. Кроме того, воронки, шланги, кипятильники, емкости для смешивания и пластиковая лента для упаковки готовой продукции, а также этикетки от различных марок водки. Подпольный цех принадлежал экибастузцу, который слывет в округе знатоком крепких напитков. Алкогольных напитков не имеют. В настоящее время в отношении 56-летнего жителя города Экибастуза проводится досудебное расследование по статье «Незаконное занятие предпринимательской деятельностью». Сколько цех работал, какое количество они уже успели продать, это все будет установлено в ходе расследования. Радиус взрывов на горящем складе боеприпасов на Украине увеличился до 40 километров. Вот уже вторые сутки военные пытаются потушить пламя, но пока безуспешно. Из опасной зоны эвакуировано свыше 20 тысяч жителей. Огненное зарево сейчас видно за сотни километров от места происшествия. Первый и самый мощный взрыв на крупнейшем военном схроне в Харьковской области прогремел ближе к полуночи 22 марта. Ударной волной были выбиты стекла в машинах и домах. В близлежащих селах и городах сейчас полным ходом идет эвакуация людей. Очевидцы происшествия рассказывают, что на дорогах образовались многокилометровые пробки. Также в регионе с перебоями работает мобильная связь. Власти Украины уже озвучили одну из основных причин возгорания – это грубое нарушение правил техники безопасности. На место вылетела спецкомиссия из Киева. Известно, что из-за разрыва снарядов осколочные ранения получили 2 жителей города Балаклеи. А буквально несколько часов назад под завалами дома спасатели обнаружили тело пожилой женщины. По официальным данным, на территории военного склада сейчас находится свыше 130 тысяч тонн боеприпасов. В Минобороны Украины отметили, что пожар охватил 2 бокса, где хранятся танковые и артиллерийские снаряды. Несколько часов назад полиция Великобритании назвала имя подозреваемого, который накануне совершил в центре Лондона двойной теракт. 52-летний Адриан Рассел Аджахо за день до атаки поменял документы на Халида Масуда. Правоохранители продолжают проводить в британской столице аресты. В общей сложности задержано уже 9 человек. Тем временем число жертв достигло 5 человек, и еще 40 пострадали в результате нападения. Боржан Апсиитов продолжит. Центр Лондона по-прежнему перекрыт. На месте теракта продолжают работать криминалисты и следователи Скотланд-Ярда. К этой минуте известно, что ответственность за террористическую атаку на себя взяла запрещенная во многих странах, в том числе и в Казахстане, группировка «Исламское государство». И сегодня же власти Великобритании озвучили настоящее имя нападавшего. Его личность известна полиции и Ми-5. Я могу подтвердить, что он родился в Великобритании и несколько лет назад попал под подозрение Ми-5 в связи с экстремистской деятельностью. Он был периферийной фигурой, его дело относится к прошлому. Он не был объектом текущей работы служб разведки и не было разведданных о его намерениях или замыслах. Казахстанцы вместе со всем миром продолжают выражать соболезнования родственникам погибших. Многие рассказывают, что информацию о случившемся узнавали от друзей. А вот наша соотечественница Айжан Жолжаксынова и вовсе стала свидетелем жуткой трагедии. Пройдя немного по экскурсии, нас попросили эвакуироваться. Но паники никакой не было, так как у них очень хороший
сотрудники, и при вопросе, что случилось, они нам мило улыбались и попросили аккуратно выходить. Мы вновь проезжали через это место, и колесо обозрения там не работает. На мосту возложены цветы. Правоохранителям удалось по камерам видеонаблюдения восстановить все действия террориста. Сначала мужчина на внедорожнике въезжает на мост, а позже на тротуар, где начинает сбивать пешеходов. Конечным пунктом стал парламент. Автомобиль террориста врезается в заграждение. Водитель сразу же выскакивает на улицу с ножом в руке и бежит в сторону Вестминстерского дворца. По дороге он успевает нанести смертельные удары еще 3 людям. После этого он был застрелен силовиками. Я знаю, что сейчас в больницах много пострадавших. Тут работает и моя мама. Я пришла ее навестить, а также поддержать раненых. То, что произошло, просто ужасно и необъяснимо. Но я уверена, что государство нас все равно защитит. Сегодня сотни людей почтили память погибших в двойном лондонском теракте. Весь день к месту трагедии несли цветы и зажигали свечи. Вообще-то я живу за границей, но прилетел сюда, чтобы выразить свою солидарность. Это очень важный момент. У меня лучшие друзья мусульмане. Просто чудовищно, что некоторые люди совершают такие злодеяния во имя ислама. Это отвратительно. Сейчас охрана парламента усилена. Полиция Лондона продолжает обыски в квартирах предполагаемых сообщников застреленного террориста. За сутки правоохранители задержали 9 человек, которые так или иначе причастны к террористической атаке. Боржам Ситов, КТК. В семье бедствует многодетная мать-одиночка. Семья с 5 маленькими детьми временно живет в разваливающемся дачном домике. Крыша в единственной жилой комнате после осадков прогибается и грозит обрушиться. Денег на ремонт у многодетной семьи нет. Большая часть уходит на лечение младшего ребенка, которому поставили диагноз ДЦП. Рассказывает Елена Назирова. Ирина Бражникова ютится с детьми в этом дачном домике. Жилье это не ее, но семья рада и такому. Крохотная кухня и на первый взгляд не представляющая опасности комнатка, где спят малыши с мамой. Но когда идет дождь, по стенам бежит вода, а потолок прогибается, говорит многодетная мать. Поэтому вещи всегда наготове, чтобы выбежать, если крыша начнет обваливаться. Если крыша будет падать, вот у меня документы все собраны. Если что, я это все могу выкинуть, детей, как вывести. Ирина дважды вдова. Третий муж не выдержал проблем и ушел. Помощи с его стороны тоже нет. Приговором стал диагноз врачей самому маленькому ребенку – детский церебральный паралич. Раньше Ирина еще пыталась как-то дополнительно заработать на жизнь, а теперь всегда с ребенком-инвалидом на руках. Пособие 68 тысяч тенге уходит на лечение малыша и пропитание. На ремонт средств не хватит. Крыша бежит. Значит, балки опустились. Живем в страхе. Что делать, женщина не знает и просит помощи. Стоит в очереди на жилье, как и все. Ввиду того, что, значит, очередность у нее 2412, соответственно, предоставить жилье вне очереди, то есть нарушая права предыдущих, значит, лиц, которые состоят на учете, это противоречит действующему законодательству. В акимате говорят, что очередники ждут квартиры еще с прошлого века. Свободного жилья в городе нет. А взять имеющееся арендное жилье доходы многодетной семьи не позволяют. Похоже, им осталось надеяться только на чудо. Елена Назирова, Андрей Щетинин, КТК, Семей. Историю с подаренными правами начали расследовать, причем проверяют сами полицейские. Они проводят расследование по статье «Превышение власти или должностных полномочий». О том, что областной ДВД проверяет сам себя, сообщили в прокуратуре. Напомню, Айгерим Фазылова похвалилась подаренными правами в соцсетях 2 недели назад. Позже она сказала, что просто перепутала оплату пошлины за бланк водительского удостоверения с покупкой самого удостоверения. В полиции Алматинской области, где и выдали известные на всю страну права, сообщили, что девушка сдала экзамен со 2-го раза. В доказательство в ДВД даже поделились видеозаписью, смонтированной и качественной. Геннадия Головкина признали королем бокса. Этот титул казахстанскому бойцу присудило авторитетное спортивное издание ESPN. Причем рейтинг составляли вне зависимости от весовых категорий. То есть лучшим GGG посчитали среди сотен спортсменов. В копилку у Геннадия Головкина 37 побед в 37 боях. 33 схватки непобедимый казахстанец завершил нокаутом. Очередной поединок он выиграл всего несколько дней назад. 19 марта в Нью-Йорке наш чемпион единогласным решением судей одолел американца Дэниела Джейкобса. Впервые за свою карьеру Головкин провел 12 раундов. Напомню, несколько месяцев назад казахстанский боец попал в книгу рекордов Гиннесса. Он стал рекордсменом в среднем весе с самым большим количеством нокаутов.
На один день Алматы превратился в огромный танцпол. Гости со всей страны демонстрировали свое мастерство. На площадке Music Summit встретились представители современных музыкальных стилей и почитатели уличных видов спорта. Главным событием фестиваля стал хип-хоп баттл под руководством рэпера Big Som и концерт российского рэпера L1. Наталья Кунина побывала на мероприятии. Алматы качает в ритме современного хип-хопа. Молодежь танцует и изъясняется на языке жестов. Рядом организаторы фестиваля Music Summit соорудили площадку с препятствиями для поклонников экстремальных видов спорта. Подобного зрелища перед Алматы-арена еще не было. Это очень здоровское мероприятие. Почему? Потому что его главным посылом является формирование здорового образа жизни у нашей молодежи путем музыкального контента. Самой главной целью является то, что создать максимальные комфортные условия для досуга, для культурного досуга нашей молодежи. На первом музыкально-спортивном саммите в Алматы появился и Big Som, он же Самсон Аракелян, культовый казахстанский рэпер. Его группа – первая отечественная рэп-команда, чьи треки слушают даже в России. В Казахстане уже есть свои лидеры по каждому направлению, по брейк-дансу, по стрит-воркаут, по BMX. Ребята, которые уже получили признание мировое. Поэтому вот с этой точки зрения нашим ребятам даже, возможно, где-то и повезло. У них есть рядом живой пример того, как со двора и с улицы можно добиться каких-то мирового признания. И для этого не обязательно инвестировать, то есть какие-то финансовые средства. Достаточно просто желания, упорства и таланта. Называть здесь свои настоящие имена не принято. У каждого участника есть прозвище. Главное правило – танцуй всегда и везде. Не можешь, тогда хотя бы пробуй. Важна импровизация, говорят знатоки, а также пластика движений и оригинальность номера. Мы сейчас в стадии находимся, когда вот не только рэп, а в целом музыка в Казахстане развивается. И думаю, мы сейчас вот на таком периоде, когда мы именно на периоде развития находимся. Молодежь начинает слушать рэп. Часто бывает то, что рэперы пишут смысловые текста различные и затягивает. Да. Например, у нас много, да, по идее, рэперов, я забыла. Там, например, Хира, Лукаверос, Интроверт. Вот, слушай. Фестиваль проходил в 2 этапа. Днем молодежь показывала свои возможности, вечером наслаждалась выступлением профессионалов. Чтобы поддержать казахстанцев, из России приехал рэпер L1. Организаторы надеются, что фестиваль Music Summit станет ежегодным и полюбится алматинцам. Наталья Кунина, Марат Мухамеджанов, КТК, Алматы. Ну а прямо сейчас смотрите «Нашу правду».